Пенсионерка Шамсет Ибрагимова из села Илиновское уже 2 недели оббивала пороги различных инстанций с целью оформления детского пособия как малоимущей семье. Говорит, получала отказы под разными предлогами. То справку привезти с другого конца Чечни, то заново переписать заявление. Сегодня, узнав от знакомых о республиканском многофункциональном центре, она без проблем подала здесь свою заявку. شامل دول كي يحشق داخل إتيو أحد الأقصى ريش عياصو وشرت عيشول تعرميل وشبوش. По принципу единого окна только в текущем году республиканское МФЦ успешно обработал более 6 тысяч заявлений от граждан. В частности, получение загранпаспорта, постановка на учет в налоговой, оформление сделок с недвижимостью, материнский капитал, социальные услуги по льготам. Всего свыше 130 госуслуг. Принцип работы многофункциональных центров и вообще смысл их создания состоит, во-первых, для экономии времени граждан на оформление различных документов, а во-вторых, для удобства посетителей. Здесь мягкие диваны и чуть дальше находится даже комната отдыха матери и ребенка. В случае большого наплыва заявителей, чаще в середине недели, в МФЦ включается система электронной очереди. Госпошлины оплачиваются тут же через терминалы. Именно об обязанности властей облегчить людям процедуры получения любых государственных документов говорил глава республики на открытии этого центра ровно год назад. В первую очередь мы выполняем указы президента страны. В вторую очередь это мы создаем все необходимые условия для жизни населения. Сегодня человек пришел, отдал паспорт и записал все, что необходимо ему, и все остальное для него решается. Это МФЦ. Это очень, так скажем, нужное, необходимое направление. Хотя первого и второго квартала в республике должно закончить полностью вопрос МФЦ. Поручение президента выполнено, все его поставленные задачи. Этому приятно содействовать и руководство государства, этому будут рады наше население. Штат операторов МФЦ, принимающий заявки от людей, квалифицированный. Ошибки с их стороны при оформлении документов исключены. Имеют по одному, по два высших образования. Они прошли специальные курсы обучения в системе предоставления государственных муниципальных услуг. Не только у нас здесь в республике, но и в городе Ставрополь. Однако ложкой дегтя в бочке меда стало качество взаимодействия МФЦ с госорганами. Пока не завершен монтаж электронного спецоборудования, курьер МФЦ заводского района столицы Ислам Шисаев лично относит по несколько раз в день пакет документов от заявителей в различные министерства и ведомства Чечни. Нередко получает отказ в приеме или просьбу прийти потом. Отказывают не всегда. Но бывает. Ну, так. А какие это организации? Я сейчас не могу это делать. Таких курьеров среди 11 региональных МФЦ и 6 филиалов в Чечне сотни. И эта проблема задержек ответа от госорганов, признается дирекция заводского МФЦ, связана с нежеланием отдельных ведомств отдавать свои полномочия в руки МФЦ. У нас есть такое чутье, то что люди, боясь за свои рабочие места, и в основном говорят то, что у нас неправильно оформление или документов, или мы не вовремя приходим, то, что в сроки, много отговорок. Но я думаю, на этом уже после совещания все друг друга поняли, и в дальнейшем у нас таких проблем уже не будет. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 18 января 2014 года в ходе посещения МФЦ в Лефортово подчеркнул его значимость для населения страны. Многие граждане имеют свой опыт личного взаимодействия с властями. Этот опыт не всегда положительный. Очень часто люди сталкиваются с невнимательным отношением, иногда просто с элементарным хамством. К сожалению, порой сталкиваются с вымогательством взяток и отсутствием должного профессионализма. Государство в этом плане должно сделать все, чтобы стать для наших людей более дружелюбным, открытым и эффективным. И, конечно, оперативным.
По федеральному плану в 2015 году не менее 90% государственных услуг населению должны будут проходить через МФЦ. С планом 2014 года, охватив более 40% населения, республика справилась. Но это невозможно будет сделать без полного понимания между МФЦ и госорганизациями. Кто виноват и что делать? Специальное совещание накануне провели в региональном министерстве экономического, территориального развития и торговли. По статистике, чаще всего вообще отказывают в приеме документов от населения, если они идут через МФЦ или же идут на это с трудом, превышая все сроки рассмотрения Министерства труда, Пенсионный фонд и Управление Федеральной миграционной службы. Одни представители, присутствующие на совещании, оправдываются нехваткой спецоборудования, а другие обещают исправить проблему в ближайшее время. Тогда кеш обратно возвращается. Дальше. Время, которое выделяется на обслуживание тех заявок, которые прошли через МФЦ, оно вообще ограничено. Соответственно, вы понимаете, что мы не можем главную задачу исполнить, указ главы государства исполнить дать его, если вот таким образом мы будем этот вопрос взаимодействовать. В решении Гошина, что все равно сам пьет езвает. Не сегодня, так завтра. Все равно через МФЦ оказывается действие. Я понимаю, что он я тоже прекрасно понимаю. До конца февраля Муслим Хучи потребовал сформировать статистику просроченных сроков рассмотрения документов, проходящих через МФЦ, с поименным указанием всех виновных подразделений госорганов. Также решено курьеров от МФЦ сделать приоритетными посетителями в госорганизациях. Не нужно цепляться за прошлое, нужно идти вперед. По итогам совещания Министерства экономического, территориального развития и торговли решено обязать госорганы без отказов и задержек принимать документы от заявителей, проходящие через многофункциональные центры. Соответствующий отчет по этой статистике будет передан в ближайшее время на рассмотрение главе республики Рамзану Кадырову. Адлан Дудаев, Адам Чекуев, Джаблай Хаджалиев. Новости.